ночь кино из года в год, и даже пандемия не смогла внести свои коррективы. Разве что все участники в этот раз будут в масках, соблюдая социальную дистанцию. А главный гость по ту сторону экрана. У нас планируется уникальное событие, мне кажется, с точки зрения пандемии это уже такой привычный формат. Это прямая трансляция с Ильей Нершулером. Я думаю, что не надо говорить, что это за прекрасный человек, режиссер культовых фильмов российских. Мы подключаемся с ним по видеотрансляции, но у каждого участника этой трансляции будет возможность задать ему вопрос лично. На экранах исключительно российское кино. Организаторы пытаются поддержать отечественных производителей и отдать им должное. Так, кассовые сборы фильмов «Лед-2» и «Холоп» ничуть не уступают, а порой превышают доходы западных блокбастеров. Впрочем, кино как вино. Тем выше его ценность, чем дольше оно лежит на полке, а руки по-прежнему тянутся к бобине. Один из таких шедевров в закромах комики-киновидеопроката – фильм Андрея Кончаловского. История Аси Клячиной, которая любила, да так и не вышла замуж. Это название. С непростой судьбой. Он был снят еще в 1967-м, но увидеть зрители смогли его лишь спустя 2 десятка лет. Слишком много там правды и честности. Девка, не в себя ты кричишь, что ты ее так кричишь? Пойдем, Асенька, ты перепутала избу с клетью. Пойдем, там тепло, там отдохнешь. Пойдем. Хочется все-таки вот эту эстетику людям донести, да, что показ фильма с пленки – это на самом деле круто, это стильно, это не ретроградство никакое, и на самом деле это оригинал фильма, да, если фильм был снят с пленки, он и должен быть показан в таком формате. Есть много плюсов и фишек вообще, почему стоит смотреть фильмы на пленке. И самая главная фишка – это присущее пленке мерцание, что делает картинку удивительно живой и неповторимой. И это несмотря на то, что сам фильм черно-белый и полудокументальный. В съемках были задействованы лишь 2 профессиональные советские актрисы, все остальные – обычные люди. Вот пример того, как буквально на коленке можно сотворить шедевр. И для этого не требуются огромные финансовые вливания. Об этом же на показах и в перерывах между ними готовы рассказывать и спикеры. Это наши местные режиссеры. Я хочу, чтобы люди, неважно молодые или не молодые, которые хотят снимать кино, поверили в то, что в регионе возможно это делать. Сейчас есть прекрасный интернет, куда можно выкладывать свои работы для критики, или обучаться можно в интернете, или смотреть какие-то другие фильмы, или находить таких же киношников, как и вы, и общаться с ними. Это очень круто. Технологии так быстро развиваются, что сейчас уже вы можете взять свой смартфон и просто снять фильм, или хотя бы ролик. Антон Заинчковский как раз из таких. Он начинал как режиссер со съемок на обычный смартфон. Сейчас совладелец собственной продакшн-студии. В основном работает в коммерческом сегменте. В багаже несколько сотен готовой заказной видеопродукции. Еще столько же работ для души. Это видеозарисовки о путешествиях своих и друзей. Автор признается, ни минуты свободной всегда в работе. Оказалось, что фильмотворчество в небольшом городе – это вполне прибыльное дело. Я буду рассказывать о конкретно опыте организации вот такого продакшена 2 людьми, у которых, по сути, на начало производства не было даже нормальных камер. Как мы начали, как мы организовывались, как мы находили первых людей, с кем можно было что-то сделать, на какие хитрости шли, как их заманивали к себе, про какие-то ошибки, какие-то грабли, на которые наступали. Серьезные вещи, на самом деле, которые приходилось потом очень сильно работать, чтобы их исправить. Потому что, репутация прежде всего. Чтобы добиться нужного качества, пришлось, конечно, покупать профессиональную технику. Брали кредиты, вышли на самоокупаемость уже спустя 1,5 года. Теперь же в планах создание и собственного кино. Пока это только короткий метр, так сказать, проба пера. Но своим примером молодые люди доказывают, если двигаться к мечте целенаправленно, неважно, где ты родился и какие возможности у тебя изначально были. Магия кино подвластна особым ценителям. Любовь Лапина, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.